Давайте Акуджавская, я просто вот лишний раз спеваючи Акуджавская, як же, вот ён піша про некие там часы довоенные оркестры, еще, як это сегодня по-іншому, конечно, звучит. Любое упоминание слова довоенный, то же самое и Одесса. Одесские песни сегодня звучат там «Красавица Одесса под вражеским огнем». После дождику небу так просторно, у воде блакит зеленее медь, в саде городским флейты да валторны, капельмайстеру хочется взлететь в саде городским, флейты да валторны, капельмайстеру хочется взлететь. Ах, як помнятся давние оркестры, не военные, а с былых годов разлилась уся у заволках тесных снов мелодия няма спеваков, разлилась уся у заволках тесных снов мелодия няма спеваков. И жанчыны с нами усеяны як панны, и цвіце чаромха, гэта толькі можа лёс шчаслівы нам наканаваны. Зноў сустрэнемся у саде гарадскім, можа лёс шчаслівы нам наканаваны. Зноў сустрэнемся у саде гарадскім. Ты з мінулага, з даўняга адчаю, як не скарджуся, як там не молю, почернелыми льется ручаями. Эта музыка просто в кровь мою почернелыми льется ручаями. Эта музыка просто в кровь мою. Хочется починальника жанра, это уже Бородулинский переклад «Над морем ружовым». Она написана в эмиграции, Александр Вертинский, верш Всеволода Иванова, написана в эмиграции в 20-х годах 20-го столетия. Вот. Добрый день, товарищи. Ну, дякую Богу, не все эмигранты. Над морем ружовым пьянела весна, и лед зеленила бутелька вина, и томно плыли закоханные пары под жалостный рокот
мора такое ж, и тое ж вино. Здається, мне музыка тая ж льется. Послухай, со скрухой, здається, здається, здається. Не, мой сябра Усман, завели вас хаты на іншій планеті. Жили ми тады, і ми занадто пристали. Ми старі, як хмари, і для гэтага вальса, і для гэтай гітары, і ми занадто пристали. Ми старі, як хмари, і для гэтага вальса, і для гэтай гітары. Будем уже голос седая, еще несколько песен, и публику головне не перекормить. Да, можно не докормить с собой, а вот перекормить публику не варто. Авось. Слушайте, так я люблю эту песню. Это песня переклад Бородулина, песня Никитина. На верш Анатолія Жигуліна, який сел в калымскі лагерь пасля войны. Яны створили некую антисталинскую организацию в Воронежском университете, отрывали высшую меру покарания, 25 годов тогда не расстреливали от 49-го года. Несколько годов это тянулось, это счастье. Яна вельми близкая до белорусской темы, потому что в городе Глубоким, в городе Поставе, в городе Слоним, в городе Новогрудке были в педагогичных учениях были подпольные антисталинские организации, нават не столько политичные, сколько патриотичные. Молодые люди никак не могли зразуметь, почему они должны учиться только по-русски. У них была одна претензия: верните белорусскую мову. И они вот створали эти вот подпольные кружки, по сутности кружки, так и отрывали по 25 годов. Союз белорусских патриотов, так, 25 годов. Столько коштует родное слово. Я поеду туды, до заснеженных скалов, где калісьці под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На раку Колыму я поеду один. Я поеду туды не ў турэмным вагоне и не ў трубе глухим, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазнай короне. Ту сіхоткі мяне паімчыць, нібы птах. Чвэрць стагоддзя прайшло, а прырода ўсё тая. Помирая со сопкой світанак крывы, ты чагосьці в знаёмым пейзажы, аднак не хапае.
Гэта там на гары не стаіць вартавы. Я ўбачу руднік за баракам далёкім, дзе блакітная і сёння буяе глаза, і душа зноў напоўніцца болем і змрокам, і з нябёсаў падзе, як дажджынка, сляза. І я паеду туды не ў турэмным вагоне і не ў трубе глухім, не ў цяжкіх кайтанах. Я туды палячу, быццам лебедзь в алмазнай кароне. Ту зіхоткі мяне паімчыць, нібы птах. Я паеду туды не ў турэмным вагоне і не ў трубе глухім, не ў цяжкіх кайтанах. Я туды палячу, быццам лебедзь в алмазнай кароне. Ту зіхоткі мяне паімчыць, нібы птах. Не хочется на такой вот сумной, серьезной ноте, так? Что зараз? А Никите что... такое дозволяли спевать? Так. Так, но это уже были, это, видать, были уже часы перебудовы, я так думаю. Просто у меня в Москве есть товарищ, абсолютно нормальный человек, гитарист професійний, але ён вымушаны зарабляць грошы тым, што ён працуе в студии, так, записывая авторов, бардов. И... Так, Лукач. И повалила спочатку этой войны, повалила масса шизофреников, бардов патриотичных, так, со вставанием с колен, с березками. Я говорю: Леша, только с ними не спрочайся, я тебя умоляю. Яны все шаленые, ненормальные, сиди, тебе треба гроши зараблять, сиди, кнопки натискай. Вот. Ну, кажу, моральная дилемма, ну что, ну не будешь ты кнопки натискать, посадят іншие. Сиди, натискай кнопки. И, значит, рассказывает, приходит до него, значит, бард, а знову же там все эти ставания. Но он, кажу, был, я его памятаю, по 90-х годах, был такий бард цікавий, кажу, дай мне прозвище, хоть поглядеть, что за бард цікавий. И он мне называет прозвище, я, значит, загугливаю, и читаю уже первый текст, дохожу до одного радочка, перезваниваю в Москву: Леша, я за этот радочек дарую ему все. Хай пишет про березки, про вставание с колен, про Великую Русь, хрен, черт что. За это, а что ты там такое прочитал? А там, значит, песня про речки. Там такой сюжет, что я, значит, плыву по Вологде реке, а тут на берегу стоит там Рубцов, там машет мне, я плыву там где-нибудь там по Ангаре какой-нибудь там Евтушенко возвышает, ну такая хрень. И после радочек иди, от якого я офигеваю. Только речка Колыма притечет к тебе сама. Я звоню: Леша, ты працуй дальше, записываешь это. Так, есть... Это не от этой песни. Нет. Извините, коли можно про Беларусь. Ну, хай на рынок Великого княжества, Крилатска. Давайте «Развитание с Вильни», хорошая песня. О, у меня есть песня судовная. Это не можно. А? Да? Нормально.
Это песня без сюжета, это моя. Это такое вот ностальгия по детинству, можно так сказать, основный мотив. У житті ще, здається, не антракт. І завтра найголовніші факти. Ды серце все частей стучить у такт. Мелодии забытого спектаклю. Як здогадаться, что пришел твой час, проносятся секунды безупинно. Сыходят техники, уносят шансы. Знайсти той шлях одвечный и одиный. Коли спознюся я на свой тягник, другого дочакаться не поспею. Ты где ж ты, той небесный проводник, что як руку протягнет мне надею. И як здогадаться, что ты собрал ты на тым шляху, якого не меняюсь. Каб хоть на імгненне вернуться туды, куды ўжо не верне нават памяць. Туды, где все отказы не всерьез, усе жаданні быццам бы магчымыя, беспроигрышной гульнёй стаецца лёс. И не открыта дзіўная краіна. Як здогадацца, дзе пачаць разгон, каб хоць на міг падаўся шлях бясконцы. А зрэшты мы ўсе ляцім да зор. Як некалі пісаў адзін празорца, як здагадацца. Дякую вам вялікі. Просто у меня крикнул спина становилась, а мне знаете что, давайте зробим перапынак, а пасля яшчэ можа спеем. Хочется спокойно, не так под камеру, вот так некрасиво хлебать с этого куфля. Хочется культурненько.